Всем привет! Как и обещала, я сегодня проведу свой мастер-класс. А мастер-класс сегодня будет на тему, как пришивать правильно косую бейку. Что такое косая бейка и для чего она нужна? Косая бейка – это полоска, ленточка ткани, выкроенная по косой, примерно градусов на 45. Ее можно изготовить самой, она еще продается во всех магазинах тканей в разных вариантах и в разных расцветках. Она вот такая вот, смотрите. Вот с изнаночной стороны она приутюжена, и вот тут края у нее ровные. Вот такая. Итак, для чего она нужна? Она нужна специально для того, чтобы обрабатывать края срезов. Именно края срезов, любого среза. Можно с изнаночной стороны вместо оверлока, можно края вот горловины, проймы, низа рукава или низа изделия. Итак, какие виды косой бейки есть у нас сейчас в наличии в магазинах? И, кстати, можно косую бейку изготовить самим. И в следующем мастер-классе я покажу, как можно изготовить косую бейку самим. Какие виды косой бейки бывают? Косые бейки бывают разные, разного цвета, разной толщины. Вот, например, я приготовила такие. Косая бейка с люрексом. Она бывает либо под серебро, либо под золото. И косая бейка атласная, распространенная такая, везде, повсюду, во всех магазинах продается. Разного цвета, разных вариантов, оттенков. Можно подобрать под любой вкус. И еще бывают хбшные атласные ленты. Это мой любимый вариант косой бейки. У нее такое свойство не рассыпается, поэтому я часто ее использую. И еще косая бейка бывает разноцветная. Например, вот такая у меня есть в полосочку. Бывают тонко, со цветочками, разные варианты. Вот, толщина у них бывает стандартно по 1,5, еще бывает потоньше. Например, вот эта косая бейка желтенькая, она 2-сантиметровой толщины, бывает и 3-сантиметровая. Как я и сказала, косую бейку можно изготовить самим. И следующий мастер-класс именно я покажу вам, как изготовить самим косую бейку. Итак, мы должны сегодня, у нас задача такая. Я вам покажу один из очень простых и эффективных способов, как пришивать косую бейку. Вот сюда пришьем и вот сюда. Вот типа я скроила ее скругленно, чтобы показать вам, как будет она выглядеть. То есть как правильно пришивать косую бейку. Итак, существует много вариантов пришивания косой бейки. Немного, несколько, 3 я знаю. Ага. И первая из них простая. Это вот берем косую бейку, приутюживаем ее в начале. Я хочу сказать, что в начале, чтобы пришить косую бейку, надо ее в самом начале приутюжить. Вот в таком вот виде. Потому что иногда бывает так, что они оседают. И, в основном хбшная, ничего с ней не случается, она уже обработанная. Еще второй способ есть, это способ пришивания косой бейки с помощью специальной лапки. Но я этот способ не использую, мне она не понравилась. И еще есть третий способ, который именно мне очень нравится. И в своих изделиях я именно вот эту и третий способ и использую. Итак, мы берем косую бейку. Я вам подготовила ткань. Вот, допустим, лицевая сторона, а это изнаночная сторона.
берем ткань с изнаночной стороны. Мы будем вначале шить с изнаночной стороны. Берем косую бейку, приутюживаем там ее. И вначале раскрываем косую бейку. Вот так. Ложим ее вот по краю среза, где мы должны пришить ее. Я взяла нитку темную, чтобы вам было видно. Берем и пришиваем именно по этой линии. А срезы должны быть ровные. Срезы края и срезы самой косой бейки. Так, пришиваем. Это первый момент пришивания в 2 приема. И она должна быть с изнаночной стороны. Первый момент. Мы ее берем, вот так пришиваем. Шьем. Когда шьем, мы должны вот это контролировать срезы, чтобы они были ровные. Шили, закрепили. Теперь обрабатываем с лицевой стороны. Именно что мы ее вот так сгибаем, косую бейку. И закрепляем, или можно не закрепить, но закреплять это удобнее, чем не закреплять. Закрепляем булавками, вот так, аккуратненько. Берем и пришиваем ее поверх. Косую бейку пришиваем поверх, примерно где-то миллиметр от края косой бейки мы должны прострочить. Можно и на 2 миллиметра, но она будет смотреться плохо. Если мы делаем шов где-то миллиметр расстояния, она смотрится очень красиво и аккуратно. Вот так. Это уже второй прием, завершающий. Чем хорош этот прием? Тем, что косая бейка вообще не будет двигаться, распадаться не будет потом. Вот так вот получилось у нас с этой стороны, и с другой, с изнаночной стороны, такая вот линия. Ну, она может идти неровно, но это ничего страшного, потому что это изнанка. А с лицевой стороны она вот шов ровно по миллиметру, тогда она очень красиво смотрится. Также мы возьмем вот эту, например, скругленный край. Тоже вот такая же операция, только скругленным краем, например, горловина или еще какое-нибудь изделие. Давай попробуем на атласной ленте пришить. Тоже так же мы шьем вначале с изнаночной стороны, раскрываем косую бейку, ложим ее. Косая бейка, она вскроена по косой, поэтому такие округленные края она очень хорошо обрабатывает. Смотрите, вот так. Опять же, срезы держим ровно, закрепляем. Всегда надо в начале закрепкой пользоваться. Вот именно по этой линии тоже шьем, строчим аккуратненько. Контролируем срезы и шьем. Вот так. Первое, а второе у нас завершающий. Тоже берем и закрываем, закрепляем булавками.
Ну, вот такие округленные срезы обязательно надо булавками закреплять, нежели прямые срезы. И тоже так же строчим поверх этого косой бейки. Вот. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, это самый эффективный способ, чтобы обрабатывать края косой бейкой.